Я не думаю, что в России есть много людей, которые смогут произнести «Я знаю Афганистан», а профессионалы ему поверят. Наверно, поэтому российская активность в этом загадочном государстве так невелика. И это мудро, чуть сунешься, увязнешь, утонешь. И причина тому, на мой взгляд, не противостояние на этом вечном поле боя с Англией и США, с Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном. Только нас там еще не хватало. А вот Средняя Азия, дело другое. Опасность есть, если исламисты их начнут ворошить. А у Запада будет повод подумать, помогать ли поддерживать безопасность в этом регионе, если угрожают не им, а России, и даже Китаю, он тоже сосед. Хотим мы или не хотим, но придется оборонять границу СНГ от бармалеев, если они получат команду «Алга» или «Ела». В Таджикистане у нас какая задача, у военных? 201-я база должна взять под охрану стратегические объекты и коммуникации и удерживать, отбиваясь от бармалеев, до прихода дополнительных сил. Каких сил? Кто там из СНГ прилетит? Белорусы? Армяне? Казахи? Ну это я так, в плане размышления. Каким только начальником я в Афганистане, за последние 10 лет, не заходил, всегда в углу по-азиатски просторного кабинета сидит бледнолицый парень с тактической бородой, в рубашке и штанах, 511, и с большой черной волыной, привязанной к бедру ниже яиц. Он сидит, молчит и только слушает, губами улыбается, а глаза его, чаще всего, неуверенно бегают. Вот такие у меня мысли, или личные наблюдения, если хотите. А в конце, традиционно ролик. Наши дни. Продвижение афганской военной колонны по дороге в районе Сари-Поля. Кто воевал там в 80-х, знает, что это отнюдь не улица Тверская. Колонна идет, саперы шарят, в буквальном смысле, по обочинам, стоящие на горах заставы и боковые дозоры ведут беспокоящий огонь. Да, кстати, афганский знаток, не про меня. Наблюдатель.